С начала года в регионе произошло около 14 ДТП, 21 человек пострадал и 2 погибли. Невнимательность водителей, грубые нарушения или лихачество за рулем сегодня являются основными факторами такой статистики. Одна из последних громких аварий произошла в столице Ингушетии. По улице Кулиева водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Врачи и РКБ отказались комментировать состояние пострадавшего, но по некоторым данным известно, что пациент в тяжелом состоянии. Вина за произошедшее лежит не только на водителе, но и на людях, отвечающих за автодорогу. На месте аварии нет дорожного знака, предупреждающего о пешеходном переходе. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, собираются все материалы по данному факту ДТП. И, конечно же, будут выявляться и сопутствующие нарушения, даже нарушения, которые согласно дорожно-уличной статье, если там отсутствует, либо же есть предписания, которые нужно будет направить для того, чтобы устранить. И все уже те причины, которые будут выявляться, будут устраняться и немедленно реагировать. В 2018 году начался первый этап реализации национального проекта «Безопасные автомобильные дороги». Название проекта говорит само за себя, вот только в данном случае после реконструкции трассы она стала только опасней. В прошлом году по улице Кулиева Автодор провел реконструкцию, за участок отвечали в местные власти. На вопрос, почему нет знака, ответа так и не последовало. МВД республики в свою очередь направила предписание администрации. Подобные случаи встречаются не раз. Отсутствие знаков – проблема как для водителей, так и для пешеходов. Примером можно взять улицу Московскую. В Назрани пешеходный переход здесь есть, а знак отсутствует с обеих сторон. Я всегда боюсь детей, которые в школу каждый день же, они же ходят здесь каждый день. И знаки нужны, и, во-первых, тот едет, ты выходишь и не знаешь, едет он или нет. Ну ладно, я старая. А были ли вообще случаи? Были, конечно. Здесь даже, насколько вот мало транспорта было, здесь даже соседку убили, бабушку. В ГИБДД будут штрафовать ответственных лиц. Штраф за подобное нарушение до 300 тысяч рублей. Ну что делать тем, кто уже пострадал? Если же на участке дороги произошло ДТП, в котором пострадали люди или еще страшнее покалечились и страшно получили увечья, конечно же обследуется участок дороги и лица, которые отвечали за установку данных дорожных знаков, дорожной разметки, будут нести, конечно, ответственность. Но это уже причина и насколько будет материальная, либо же ответственность нести данное лицо, будет устанавливаться уже в ходе проверки по данному факту ДТП. Это не маленькая сумма, которая сегодня должна быть исполнена для того, чтобы сегодня не просто говорить о том, что наложен штраф и кто-то выплатил штраф, для того, чтобы людям было комфортно, все участники дорожного движения понимали, о чем говорят дорожные знаки, соблюдали правила и были в комфорте и безопасности. Проблема с отсутствием знаков распространяется на все населенные пункты республики, начиная путь Сыкажева, через Назрани и Плиево направляемся в Малгобек. Итог: половина перекрестков не обозначены приоритетом, или знак «главная дорога» есть, а уступить дорогу нет и наоборот. Также знаки отсутствуют возле светофоров, что регулирует дорожный поток, но если светофор потухнет, авария неизбежна, так как тот, кто едет по главной дороге, под знак будет уверен, что ему уступят дорогу, но нет, так как у другой стороны знак отсутствует, и здесь действует правило помеха справа. Другими словами, спорная ситуация, где виноватым за аварию останется ответственная за эту дорогу организация. Вот там главная дорога стоит вот так. Она уже давно не главная, потому что вот эта дорога есть идет. И там вот светофор включается, и на это путается. Кто-то хочет по главной ехать, а кто-то по светофору ехать. А фактически уже это второстепенная дорога. Главная она считалась. Знак мешатый, поставь, непонятно. Зебра, мел, жюз. А соблюдать, вообще знак хализм, хату по правилам. Есть, полюб. Я мягко узнал. А по владу чана, пока чана зебра, ему я асфальт бак бошан, бальгу миис. А пока чана его не увидишь. Я асфальт ряд был чана, бедичи. Бать сюда чего, скана ходил, должен точности. Знак кизна, я жив, А самое, наверное, неприятное для автолюбителей – это отсутствие предупреждающих знаков возле искусственных неровностей. По Ингушетии таких преград достаточно. При отсутствии знака можно с легкостью повредить подвеску автомобиля. И бордюры, где не соответствуют стандарту. 8 сантиметров превышать, если радиатор, 1,5 метра щерха едешь.
как в цивилизованных местах. А у нас стоит не бордюр, а пирамида стоит. 25 сантиметров. Если же нет дорожного знака, искусственная неровность установлена с ГОСТом, соответственно, нужно обратиться либо же к хозяину, то есть если администрация, то в администрацию, либо же сообщить в госавтоинспекцию для того, чтобы участок дороги был обследован и дорожный знак был установлен. Но ни в коем случае нельзя просто проехать, заметить и промолчать. Если при подобной поломке водители начнут обращаться в суд с требованием возместить ущерб, возможно, организации, отвечающие за участок автодороги, начнут ставить знаки. Многие из дорог, которые наша съемочная группа объехала, на балансе у Автодора. Почему там нет знаков, почему их не устанавливают? Вы знаете, на балансе Министерства автомобильных дорог Республики Ингушетия находятся дороги республиканского и межмуниципального значения. Я допускаю, что на каких-то определенных участках или на перекрестках могут отсутствовать какие-то знаки. Уследить за всеми знаками, которые находятся на дорогах, которые находятся на нашем балансе, согласитесь, практически невозможно, потому что порядка 1000 километров дорог. Но я вас уверяю, как правило, если при нашем обследовании дорог или участков дорог, или при получении каких-либо сигналов от глав администрации или от жителей населенных пунктов, или мы получаем предписание от ГИБДД, как правило, таких случаев не было, чтобы мы не поставили знаки. Министерство автомобильных дорог упущения все же исправили. Теперь на тех участках знаки установлены. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.